Это такое творчество самостоятельное и авторское. Авторство. Вот тебе хочется авторства. Конечно. Если художник, вот то, что он видит в природе, не пропустит через самого себя, то тогда его пейзаж будет просто на выброс. К нам в школу приходили Руслан Тараховский, Тамара Абутова. Они приходили, рассказывали нам, что да как работается в этой сфере. В каких-то сферах, в каких-то стезях более-менее обогатился в художественной структуре, либо в архитектуре, потому что нас этому учат. Читали много. За 4 года я гораздо больше книг прочитал, чем до этого. А так, ходили в театры, что-то подбирали тоже для себя. Вот такие приемы, такие. У кого-то есть определенные амплуа, и я себе тоже немножко выбирал, пытался, но так и еще пока не выбрал. Щепка, конечно, дала много очень знаний. Все наши предметы, история театра, ИЗО. А тут у нас будто бы кругозор расширился, и будто бы многое уже понимаю. А что в дальнейшем, как мне быть? Я думаю, в театре буду работать. В какой театр возьмут, там, я думаю, я буду работать артистом. Там, конечно, театров огромное количество, музеев, поэтому мы ходили там по разным театрам, выпрашивали всякие проходки, чтобы посмотреть. Вахтанговский театр, надо сходить на «Войну и мир» Туминаса. Поэтому, конечно, если сравнивать уже выпускника Щепки и обычного школьника, то, конечно, разница большая. Но тоже неправильно уже называть нас артистами, потому что нас всегда учили, что актерами не становятся полностью, они всю жизнь учатся. Нет предела совершенству. Очень интересно то, что, допустим, у тебя какая-то болячка, спина болит, допустим, выходишь на сцену, все пропадает. Как спектакль закончился, за кулисы выходишь, все болячки возвращаются, но именно на сцене, то нет. А так, хотелось бы еще, конечно, сниматься в кино, в сериалах. Я на данный момент снимаюсь в русском сериале, он еще пока не вышел, осенью выйдет. Название сказать не могу, к сожалению. И в июле должен полететь обратно. И 3 месяца. Лично для себя я запомнила слова моего преподавателя Тамары Ивановны Лякиной, актрисы Пушкинского театра. Она сказала, что... И вообще все говорят, что театральный вуз – это единственный вуз, в котором человек, студент, работает чисто для себя. То есть он самореализовывается, самосовершенствуется. Поэтому, когда мы ходили там во многих спектаклях, конечно, был этот трепет. И это прекрасно. Мы смотрим на актеров профессиональных этих московских, и мы плачем, потому что это удивительно, смотреть на чужую игру и проживать все это, и плакать, конечно. Поэтому, конечно, это удивительная профессия. Ваши свежие лица обогатят наше этническое экранное искусство. Если вы хотите в театральный, то готовьтесь к тому, что вас и морально, и физически будут доставать. То есть вы будете каждый день, с понедельника по субботу, с утра до вечера, как это модно говорят, 24/7 будете учиться и еще раз учиться. И еще, помимо этого, после того, как вернетесь домой, либо в общагу, вам надо будет репетировать, это надо будет еще поесть, приготовить. В итоге вы будете засыпать где-то к 2-3 ночи и просыпаться в 7, обратно готовиться и идти собираться в училище. И поэтому нужно терпение, сила воли и желание. То есть без желания никуда. Интервью и желаем, конечно, тебе творческих успехов, удачи во всем. Спасибо большое. Клюев Борис Владимирович, он появился в нашей 3-й студии в 1969 году
как только закончил Щепкинское театральное училище, у нас был мастер, профессор, художественный руководитель Михаил Николаевич Гладков. И для нас он был очень близким человеком. Мы все деревенские ребятишки, молодые, ничего не понимающие вот, в искусстве, в театральном деле. И вот началась наша школа, а он как раз закончил при Малом театре. Что значит малый театр для нас, для всех? Это Островский прежде всего. Вот мы ожидаем в 6-й студии, ожидаем вот эту вот постановку «Грозу», нашествие вот этой грозы. Какие, улыбаемся, какие. Алексей. Борис Владимирович нас принял очень хорошо. Это было 1 сентября. Он как-то по-домашнему, вот слово «щепка» мы узнали у него. Он вот 1 сентября, это вот торжественная часть, да, называется, ну, церемония, да, принятия в студенты. Два художественных руководителя, Соломин и Клюев, они говорили речь. И когда пришла очередь говорить Клюеву, он сказал: «Привет, Щепка!» И мы вот впервые узнали вот это вот, что Щепкинское училище, которое мы прямо вот так вот озвучивали, можно было вот так вот коротко сказать «Щепка». Вот. Потом, значит, было прослушивание после этого, он нас всех посадил. Сначала показал нашу аудиторию, сказал: вот 4 года вы здесь будете обучаться. И сразу он прослушал всех. Каждый вставал, кто-то рассказывал басню, кто-то стихи, кто-то пел, кто-то танцевал. Он провел такое вот прослушивание, но на занятия он ходил мало, потому что мы уже знали, что он болен. Вот. И как раз вот 1 сентября мы ему подарили талахолоппас, якутский стул. Мы отсюда повезли табуретку эту. И мечтали, что до 4 курса мы его оденем как, ну, якутского этого, да, будет и костюм якутский, и дельбир, и шапка. Каждый год будем что-то дарить. А вначале мы подарили стул, чтобы он сидел и слушал, любовался нами. Вот. И он так обрадовался. Вот. Ну, потом пришла пандемия, мы в марте приехали. А когда осенью мы вот в сентябре, да, его не стало, в августе его не стало. Именно школа малого театра начинает, всем студийцам начинает с Островского. Как вот, например, мхатовцы, они начинают с Чехова, да, вот у них это традиция театральная. А в нашем якутском сахотеатре наш Алампа Сафронов, он же тоже самый-самый наш классик-драматург, который очень близок. Вот не зря говорят, актер, студент, который пройдет через Островского, вот при Малом театре, он станет актером, да? А в якутском театре, не сыгравший у Сафронова, ты уже типа, мол, не актер, да? Переговоры шли с Клюевым. Мы все помним вот эти моменты. И вот, когда Клюев приступил к преподаванию, он и до этого преподавал, и тоже взял молодого актера, тоже студента, закончившего только учебное заведение Щепкинское театральное училище, Максима Филатова. Когда я выпустился в 2018 году из Щепки, он почти год заставлял меня прийти в училище преподавать, почти сразу после выпуска. И я год отказывался, потому что, ну, в общем, я считал, что был не готов. И в итоге в 2019 году мне позвонили и сказали: у вас завтра первый день мастерства, вы преподаете. Просто позвонили из Щепки.
Я пришел и увидел якутов. Да, оказывается, он набрал этот курс. Я тогда сказал ему: Борис Владимирович, я не готов, я не могу, я еще юный артист, мне самому бы подучиться. Вот. Но в итоге он сказал, что это очень важно. И сам он начинал именно с якутской студии. Он был как раз-таки, это первый его курс, на котором он работал педагогом. Вот. Ну и как бы по вере ему и доверясь ему, я решил, что надо попробовать. Ну и дальше день за днем, неделя за неделей, и вот я уже влюбился в якутят наших прекрасных. И вот таким образом я и оказался в Щепке. Кроме всего прочего, он говорил, что в театре у артиста часто бывает простое. И артист всегда должен быть в практике и чем-то заниматься. Поэтому если есть простое в театре, то значит можно работать в училище. В училище точно простое никогда не будет. Вот. И поэтому я благодарен ему за эту настойчивость. Через Шекспира проходят молодые актеры. «Сон в летнюю ночь». Постановка очень шикарная, хорошая, на малой, вот на нашей большой сцене мне показалась очень хорошая. Анна Гарнова. И там пластика такая хорошая. Мы тоже играли 50 лет тому назад. Мы тоже, когда выпускали «Сон в летнюю ночь», мы сыграли. И я успела сфотографировать такие моменты с Изой Николаевой, народной актрисой. Она играла тогда Гермию, я играла Елену, моего Деметрия любимого играл Фадей Попов, Лизандра играл, Куприян Михайлов, Пека играл народный артист Ефим Степанов, фею молодую, такую-то воздушную играла Домна Уйгурова, Титанию, Аберона, Андрей Савич, Степанида Борисова. Вот все мы прошли через эту школу. Ну, вот когда приехала комиссия московская, да, они сказали, что вообще на национальных студиях обязательно должен быть куратор и педагог по родной речи, да. Ну, были, видимо, какие-то варианты, но он вышел на меня, и я почему-то сразу согласилась. Я сразу согласилась, потому что за эти годы я работала со всеми шипкинцами, 5 студий, всех я знала. Я знала все рассказы их, да, ну, они мне рассказывали, как они учились, как они жили. Вот. И я захожу в директорскую, и там сидели вот представители комиссии московской, и Наталья Алексеевна, я ее очень прекрасно помню, она сказала: нам вот такая и нужна, и не молодая, и не старая. Вот так я попала в Шипку. Вот. И потом я только узнала, на 4-м или на 3-м курсе узнала, что в этой комнате же жил куратор 4-й студии Иннокентий Аксентьевич Дмитриев Сенчал-Бадук. И он мне почему-то снился. Я его несколько раз видела во сне. И вот последние дни, когда вот мы были в Москве, я его тоже видела во сне. Я услышала его голос. Я подумала: мистика, он все эти годы меня оберегал. Ну, на 1-м курсе осени, когда, конечно, они были как маленькие утята, они ходили за мной. Были ребята, которые впервые сели в самолет. Вот, и поэтому и в Москве были, которые первый раз. Вот, я их водила как утка на сетке, с ними вот так вот ходила, а потом уже постепенно они уже сами научились. А что самое трудное? Самое трудное до 9 вечера каждый день. И без выходных, только выходной у нас был только в воскресенье, в субботу тоже. И я сейчас уже, для меня суббота — это рабочий день, как-то уже. Но в чем заключалась эта деятельность? Деятельность это, все думают, что они учатся на русском языке. На самом деле мастерство актера и сценной речи они обучались только на якутском. И упражнения по речи, все это было на якутском, и я искала там скороговорки, материалы, вот художественный материал, все это я сама находила. И по мастерству актера, когда они вот, у них там свой преподавательский как бы состав, да, у нас 5 мастеров, 5 разной методики, и нам повезло, потому что все наши педагоги были практикующие актеры. Вот мы привезли старшего сына постановки Валентина Николаевича Афонина, да.
Он этот спектакль поставил на всех национальных студиях. И Вампелов у него звучит и на корейском, на киргизском, на башкирском, и теперь зазвучит на якутском. И привел он к нам вот Максима Филатова, своего ученика, да, и он рассказал нам историю, что на 3-ю студию, вот где училась Софья Иннокентьевна, он пришел тоже после сразу окончания института, ему было 23 года, и Максиму было тоже 23. И он сказал, что традиция продолжается, история продолжается, теперь мой ученик будет вашим учителем. Я, воспользовавшись таким случаем, поговорила, переписывалась с Семеном Луканци, наш якутский, очень даже известный, популярный художник. Я сама училась у него, поэтому для меня он учитель мой. На самом деле он совсем почти 30-летний человек, который познакомился с Борисом Владимировичем еще в Москве и сказал: я хочу написать ваш портрет. Получился прекрасный портрет. И вот эти дни, когда они встречались, мастер с мастером, да, и вот эти волнительные моменты для него тоже большое впечатление осталось. И самое главное, остался портрет. Мы внутри, как бы в Москве, считаем, что у нас есть несколько школ. Школа, студия МХАТа, там Вахтанговская школа, Щепкинская школа. И когда мы впервые увидели якутов, мы подумали, что это что-то ближе к Щукинской школе, потому что, ну так, если говорить вообще, Щукинская школа, она немного про представление. То есть Щепкинская школа, она психологическая, глубокая, и на этом акцент. Вот. Потому что, когда к нам пришли ребята, они любили показывать яркие отрывки с яркими характерами, ярко показывать свои эмоции. И мы тогда задались вопросом, а что же нам делать? Нам их тащить в психологизм или нам развивать в них вот эту вот школу представления? И, собственно, наша деятельность на протяжении 4 лет, она шла всегда параллельно. Сегодня спектакль «Гроза», и он поставлен по психологической школе. Завтра будет «Дон Жуан», и он поставлен по школе представления. Тот же самый там «Сон в летнюю ночь» – это соединение пластического театра и тоже с театром представления. Мы на этом делали акцент. Так что мы старались развивать в них и то, и другое. Тем более Андрей Савич говорит про то, что Щепкинская школа хороша именно тем, что она учит разбираться в чувствах, в душе, да. И поэтому мы постарались не потерять это направление, но и в то же время сохранить вот эту вот как бы направленность якутских ребят, которые к нам пришли. И когда я оказался зимой здесь, в Якутии, и увидел спектакли якутских театров, я понял, что мы не ошиблись, потому что действительно у якутского театра, видимо, потому что он опирается на очень много на свой бэкграунд, на свою историю, на эпос. А эпос – это нечто больше, чем психология. Эпос – это корни. И там психологическим разбором не обойтись. Там приходится вытаскивать что-то из себя, и значит, это уже ближе, ну, как бы к школе показа. Умеете стихами? Ты, сударь, а подожди, куда я? Вам носов, ампа,
Бабинской. А там я одна. Я так довольна, батюшки, так довольна. За наше неоставление им больше щедрот приумножится. Какой еще умный. А ты еще хочешь своей воли. Да я, маменька, и не хочу своей воли. Где уж мне своей воли? Дурак! Да, маменька, дурак. Что с дураком и говорить? Только грех. Я домой иду. И мы сейчас только раз другой по бульвару пройдем. Ну, ты смотри, чтобы не вас не дожидаться. Знаешь, я не люблю это. Да кого у нас хорошо было? Да ведь и у нас то же самое. Да, но здесь все как будто из-под неволи. Какой на меня страх. Какой-то на меня страх, точно я стою над пропастью. А меня туда потолкали, на мне держаться не за что. Да что ты с тобой такое-то, а? Здорова ли ты? Да здорово, ты что, больна была? А ты, Фиклуша, далеко ходила? Я по своей немощи далеко не ходила. А слыхать? Много слыхала. Голубчик мой, как бы ты остался, ты бы ты взял меня с собой, как бы я тебя любила, как бы я тебя голубила, любила. Не пойму я тебя никак. То от тебя слова доброго не дождешься. Ты не то что ласки, а то как сама лезешь. Что многие люди. Да вот, хоть бы вас взять. Добродетелями над цветами прошла. Наложенные, подай, баладай, купадай, баладай. Ишь ты, змеён, а то уже в разгул пошел, а? Кудряш, это ты? Я, Борис Григорьевич. А ты зачем здесь? Я-то? Ну, стало быть, мне нужно, коли я сюда пришел. Без надобности мне пошел. А вас куда Бог несет? Слышь, Кудряш, мне нужно здесь остаться. Это вы? Катерина Петровна. Уж как мне благодарить вас, я и не знаю. Как бы вы знали, Катерина Петровна, как я люблю вас. Не трогай меня, не трогай меня, Не сердитесь. пойди от меня, пойди прочь, окаянный. Нет, мне не жить. Не говори ты мне таких слов. Не отвечай мне. Да, тебе хорошо, ты вольный казак, а я... Никто не знает про нашу любовь. Разве я тебя не пожалею? Не надо меня жалеть, не надо. Катя лучше более чем грешна. Ведь от меня не скроешь, не отжалишь. Все знаю. Тише, голубчик мой, ну что ты пристаешь? Разве не видишь, что ей без тебя тяжело? Маменько! Борис Григорьевич, здравствуйте. Ты чего боишься-то? Думала, чужой? А это? Ты взгляни на кого на себя, помнишь? Помнишь? А знаешь, что я сделала, а? Знаешь, что я без тебя бесплатно сделала? Первый же ночь я ушла из дома. Истинно 10 ночей я гуляла, гуляла я. Врет она сама не знает, что говорит. Ну, с кем же? Борисом Григорьевичем. Говорила я, куда поле завели, а ты слушать не хотел. Вот, дождался.
Что мне сердиться? Ну, прости меня. Прости. Не хотела я тебе зла сделать, да в себе не вольна была я. Что говорила, что делала, себя не помню, прости. Ну, прости. Вроде креста присадила. В гробу-то. Так? Радость моя, жизнь моя, прощай! Я с тобой дома. Спасибо вам, люди добрые, за вашу Серьезно.